В поселке Шудаяк Ухтинского района готовят к открытию врачебную амбулаторию. Присвоения местному медкабинету этого статуса жители добивались больше года, обращались даже в суд. Финально в итоге проиграли. Тем не менее, амбулаторию шудаякцам решили восстанавливать по поручению главы Коми. Как скоро она откроет свои двери, в репортаже Виктории Науменко. За 8 километров в город ради простых процедур, капельниц и инъекций. После упразднения амбулатории в Шудаяге именно с этим столкнулись местные жители. И это при том, что в поселке достаточно много пожилых людей. С анализами все в город ездят, и на процедуры, на уколы. И это же и пенсионеры, пусть там кто еще может ездить, там 60-70 ездят на уколы, так это же и дорого. Каждый день на автобусе, 50 рублей. Если 10 уколов, вот тебе уже с пенсии, это тоже... По нормативам для проведения простых медицинских манипуляций нужны соответствующие условия лицензии. Создание таких условий – основная задача при оформлении статуса амбулатории. Так, по требованиям доступной среды здесь не обойтись без пандуса. Подготовка документации и аукционная процедура заняли почти год. Конструкцию пандуса долго согласовывали из-за расположения подземных коммуникаций. Через месяц здесь появится металлический пандус с навесом. Но это только начало большого пути. Кабинетам предстоит капитальный ремонт. Вместе с получением лицензии и введением в эксплуатацию все запланированное завершат примерно к лету. В небольших по площадям помещениях работы тоже не меньше. Косметического ремонта, который был ранее проведен в нескольких кабинетах, по словам главврача поликлиники, недостаточно. Нужны дополнительные помещения и приведения в норму существующих. Например, кабинеты терапевта и раздевалки для сотрудников. Помещения, которые есть, они будут приведены в полное соответствие. Во-вторых, уже появятся те помещения, которые необходимы и будут находиться в структуре амбулатории. Именно амбулатории, а не просто кабинета, как на сегодняшний день. Поэтому все будет сделано по тем требованиям, которые предъявляются именно к амбулатории. В мае на восстановление амбулатории из республиканского бюджета по поручению главы Коми выделили 3,5 миллиона рублей на ремонт помещения и более миллиона на закупку оборудования. Сейчас поликлиника готовит проведение аукциона по поиску подрядчика. Мы направили документы на проведение капитального ремонта внутри помещения в Центр обеспечения торгов. То есть мы сейчас размещаемся, будет проведен аукцион. И, естественно, компания, которая выиграет, будет проводить нам капитальный ремонт внутри помещения. Медицинское оборудование и все, что необходимо, медицинская мебель уже все закуплено. Когда в мае жители Шудаяга узнали, что амбулатория по решению главы республики у них все-таки будет, люди, конечно, надеялись, что все работы будут проведены в более короткие сроки. Как, впрочем, и руководство поликлиники. Но технические моменты внесли свои коррективы. Придется подождать. И все же шудаягцы рады, что их услышали, и в поселке снова заработает амбулатория. Там уже сдвинулось это с мертвой точки, но будем надеяться, что все-таки получится у нас что-то хорошее. После преображения в шудаягской амбулатории появятся смотровой, прививочный, процедурные кабинеты. Медработники смогут проводить подкожные, внутримышечные и внутривенные инъекции. На месте будут проводить и забор крови и прочего биологического материала. Виктория Науменко, Павел Лагутин, телеканал Юрган, Охта.